Мурда белгиленгендей 2013 жылдын 22-23 октябрында Бишкек шаарында Илбирсти коргоо боюнча бүткүл дүйнөлүк форумду өткөрүүнүн босогосундагы иш алкагы дүйнөнүн ар тарабынан ушул саамалыкты чагылдырууга келген массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү үчүн атайын уюштурулган Ак Илбирстин изи менен деген аталыштагы экологиялык пресс саякат менен коштолду. Пресс саякаттын алгачкы сапары Ысык көл биосфералык аймагынан орун алган реабилитациялык борбору менен таанышуудан башталды. Бул жерде кармалган ар кандай себептер менен табигый жашоо мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган илбирстерди көрүшкөн пресс саякаттын катышуучулары бул аянычтуу акыбалдагы тоо жаныбарынан ажыраша албай көпкө кармалышты. Кийинки күнү экологиялык пресс саякаттын катышуучулары Кыргызстандагы бийик тоолуу коруктардын эң ириси болгон Илбирстер байырлаган Сарычат Эр-таш коругуна сапар тартышты. Илбирс Кыргызстандын био ар түрдүүлүгүнүн негизги маанилүү бир бөлүгүн түзгөн жырткыч жаныбарларынын сейрек кездешүүчү түрлөрүнүн бири. Биздин ала тообузду ушул аймакты мекендеген бул темгүлдүү, өтө кооз татынакай жаныбарсыз элестетүүгө мүмкүн эмес. Ошондуктан анын бүгүнкү күндөгү көйгөйү эң маанилүү маселе болуп калды. Кыргызстанда Илбирсти коргоодо орун алган бул көйгөйлөр боюнча тынчсызданууну төмөндөгү багыттарда белгилей кетүүгө болот. Илбирстер байыр алган жерлердин деградацияга дуушар болушу, браконьерликтин күч алышы, илбирстердин азыктануу базасынын кескин кыскарышы, жергиликтүү калктын арасындагы тиешелүү маалыматтын жетишсиздиги, мыйзамдарды иш жүзүнө ашыруунун эффективдүүлүгүнүн начардыгы. Ушуга байланыштуу жер шарында илбирстерди коргоо маселелерине дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн буруунун маанисин төмөндөгүдөй урам менен баштоого болот. Биз аракетти бүгүн баштообуз зарыл. Эртең кеч болуп калат. Кыргыз Республикасынын аймагы эл аралык жаратылышты коргоо уюмунун кызыл тизмесине кирген илбирстерди жайылтуунун маанилүү ареалы болуп эсептелет. Бирок ушул мезгилде илбирстердин бул аймактардагы көбөйүшү эң начар акыбалда тургандыктан эл аралык колдоого жана коргоого муктаж эле. Мынушундан улам Германиянын жаратылышты коргоо уюму тарабынан жер шарында илбирстерди сактап калуу боюнча бүткүл дүйнөлүк форум өткөрүү демилгеси сунушталып, мамлекеттер аралык колдоого алынды. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев бүткүл дүйнөлүк форумду өткөрүүнүн төрагасы катарында ушул маанилүү саамалыкты алгачкы көтөрүп чыккан жана бул иш-чараны уюштуруу, каржылоо маселелерине активдүү катышып жаткан Германиянын жаратылышты коргоо уюмунун жетекчилигин кабыл алып, алардын бул маанилүү ишке болгон жакшы иш аракеттерине жана ошондой эле көп жылдардан бери Кыргыз Республикасынын табиятына колдоо көрсөтүп жатканына терең ыраазычылыгын билдирүү менен өз ара ой бөлүштү. Проведение Всемирного форума по сохранению снежного барса, вида, занесенного в международный список исчезающих видов фауны, и присутствие правительственных делегаций стран ареала обитания снежного барса в этом зале еще раз подтверждает тревогу наших стран в деле сохранения снежного барса. Среди крупных кошачьих снежный барс единственный постоянный обитатель высокогорья олицетворяет собой величественный, загадочный и суровый мир гор Центральной Азии. Для многих азиатских народов является символом силы, благородства и власти. Занимая верхний трофический уровень в экосистемах, он служит своего рода видом-флагманом в отношении сохранения всего животного мира центральноазиатских высокогорий.
Снежный барс внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах своего современного ареала. Your Honorable Vice Prime Minister, Ministers, esteemed colleagues from the world of conservation, dear snow leopard friends, Ilbirstin Dosteru. The 12 snow leopard range countries have gathered today in Bishkek, the capital of Kyrgyzstan, to hold the first global snow leopard conservation forum. And also we from NABU, a warm welcome to all of you. 15 years of snow leopard work in Kyrgyzstan have made it possible for NABU to initiate this first global conservation forum. The snow leopard is the symbol for the beauty of nature, but also a symbol for our challenge to climate change. We are immensely grateful to the Kyrgyz President Atambayev, who took over the leadership in this initiative. Active preparation for the Global Snow Leopard Conservation Forum began in 2012 when World Bank President Robert Sirleck announced his support. Kyrgyzstan's snow leopard population has diminished from once 1,300 animals to 250 at this moment. Dear colleagues, the Global Conservation Forum today brings together first-time states and nature conservation organizations to save the snow leopard. For this effort, I want to thank all of you here today and hope that the Bishkek Declaration will become an important milestone for international wildlife conservation. Дүйнөлүк форумдун өткөрүлүшүнүн жүрүшүндө илбирсти коргоонун глобалдык программасынын кабыл алынышы менен илбирсти сактоого стимул берүүсү күтүлүүдө. Глобалдык программанын максаты илбирс байралган Ареал 12 мамлекеттин таасирдүү аракеттеринин колдоосу, бүткүл ареал боюнча жалпы маселелер боюнча транс чек аралык кызматташтыкты өнүктүрүү. Ошондой эле ишенимдүү координациялоо тутумун түзүү жана иштин жүрүшүндө мониторинг өткөрүүнү ишке ашыруу. Ошондой эле илбирс байралган Ареал 12 мамлекеттин делегациясынын башчылары тарабынан илбирсти коргоо боюнча Бишкек декларациясынын кабыл алынышы күтүлүүдө. Уважаемые дамы и господа, на данной сессии вашему вниманию будет представлена информация по двум проектам, усилия которых направлены на сохранение снежного барса и среды его обитания. Данные проекты являются конкретным действием по реализации заявленной глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем. Первый проект – сохранение биоразнообразия в трансграничном регионе Северного Тянь-Шаня. Целью проекта является создание интегрированной системы управления для особо охраняемых природных территорий в трансграничном регионе. Это Северный Тянь-Шань включает Казахстан и Кыргызстан с учетом интересов местного населения. На предусмотренной для реализации проекта территории располагаются 4 национальных особо охраняемых природных территорий двух стран. Проект реализуется при поддержке Федерального министерства по экономическому сотрудничеству и развитию Германии и Союза охраны природы и биоразнообразия Германии. Продолжительность проекта 2013-2016 годы. Мероприятия реализуются при участии местного населения, администрации особо охраняемых природных территорий и государственных органов. В ходе проводимых мероприятий особая поддержка будет оказана социально уязвимым слоям населения, занимающимся натуральным хозяйством с целью получения дохода. Поэтому, уважаемые коллеги, позвольте передать слово представителю НАБУ, который будет презентовать данный проект. Это Толкунбек Асыкулов, директор филиала НАБУ в Кыргызской республике. Целью проекта является создание интегрированной системы управления для особо охраняемых природных территорий в трансграничном регионе в Казахстане и Кыргызстане с учетом интересов местного населения. Подобная система управления повысит уровень защиты биологического разнообразия и лесных массивов региона, положительно скажется на условиях жизни местного населения, а также внесет вклад в охрану климата.
На предусмотренной для реализации проекта территории располагается 4 национальных особо охраняемых природных территорий с прилегающими регионами. Планируется в рамках проекта проведение следующих мероприятий. Первое – это содействие в развитии и совершенствовании механизмов управления особо охраняемых природных территорий. То есть разработка системы мониторинга биоразнообразия, повышение эффективности управления особо охраняемых природных территорий, повышение потенциала особо охраняемых природных территорий и разработка рамочного плана для региона Северного Тянь-Шаня. Второе – это упорядочение системы использования пастбищ. Это касается для Кыргызской республики. Тут мы намереваемся разработать и включить в план управления раздела по использованию пастбищ. Третий раздел проекта или направление проекта является это продвижение экологического туризма и туризма, основанного на сообществах. Планируется содействовать развитию гостевых домов, проектирование и создание системы пеших маршрутов и карты, разработка туристических пакетов, широкое информирование и продвижение туристических продуктов, разработка рекомендаций для устойчивого туризма в особо охраняемых природных территориях и включение их в план управления. NABU, as already mentioned by our director in Kyrgyzstan, organized this big project for protecting the North Tian Shan. This morning session is dedicated to a part of the world which is almost synonymous with the term snow leopard habitats, the Central Asian spectacular Tian Shan Mountains. We are about to discover how the survival and the future of both the human and non-human inhabitants, including that of snow leopard, are connected in this extraordinary and biodiversity-rich part of our planet. A fact which underlies both the threats to their survival and gives rise to hope that we shall be able to rise to the challenge of preserving this important biodiversity. The Tian Shan is one of the longest mountain range in Central Asia and stretched eastwards over some 2,800 kilometers. Some 10,000 square kilometers of the Tian Shan are covered in glaciers, of which almost 80% are situated in Kyrgyzstan and Kazakhstan. And these glaciers feed many large rivers as well. And the melting of these glaciers through global warming will have devastating consequences for the region's human and non-human inhabitants. We have come together on this historic occasion not simply to emphasize the problems that face the snow leopard, but to highlight practical steps of how we can join forces to save Central Asia's most enigmatic natural icon. Population of snow leopards and the prey species on which they depend experience an incredible drop in numbers. Scientists can only point the way towards saving the snow leopard. But in this very meeting, the government representatives and decision makers here today have the unique chance to firmly commit to reversing the disappearance of the snow leopard and of its magic mountain home. Also, the following presentation will hopefully illustrate how international collaboration can offer practical support for effective snow leopard conservation. It's my sincere hope that others will be inspired to make their own contribution under this Global Snow Leopard Forum. At the end, NABU is immensely grateful to the Kyrgyz and Kazakh government for their leadership in this initiative on the Tian Shan project, all our project partners, and of course the federal government of Germany for their tremendous contribution towards protecting the biodiversity of the northern Tian Shan. Уважаемые гости, дорогие друзья, спасибо за то, что так тепло встретили меня. Для меня сегодня большая честь выступать перед вами. Мы знаем, что во всех уголках планеты миллионы людей борются за сохранение природы. И вы своей верой, своим делом даете возможность иначе взглянуть на наш хрупкий мир. Помогаете сохранить его красоту
и разнообразия. От имени всего народа Кыргызстана сердечно приветствую вас на кыргызской земле. Я глубоко признателен, что наша инициатива провести Всемирный форум по защите снежного барса нашла поддержку в странах ареала обитания снежного барса. Очень рад, что инициатива была также поддержана нашими партнерами, международными и неправительственными организациями, занимающимися охраной природы. Я хотел бы также особо обратиться по этому поводу к своим согражданам. Терсин сатам деп өлтүрүп жатканы бул кандай? Менимче андайлар кыргыз эмес, маңкурт. Ак элбристи атсаң, өз элиңди атып жатасың. Ак элбристин терисин сатсаң, өз жериңди сатып жатасың. Дорогие друзья, дорогие гости, история человечества помнит печальный опыт древних цивилизаций, для которых природа была лишь источником ресурсов. Тысячелетия назад для грандиозных сооружений в Египте были полностью уничтожены леса на берегах Средиземного моря и Атлантического побережья Африки. Сегодня огромный пояс пустынь, протянувшийся от Сахары до Гоби, стал наследием держав, некогда претендовавших на бессмертие. Расцвет и гибель древних цивилизаций наглядно демонстрирует, что истощение природных систем неизбежно приводит к экологическим катастрофам, от которых не спасает никакое могущество. Надо научиться извлекать уроки из истории. Надо научиться не делать ошибок, за которые вынуждено расплачиваться все человечество, все последующие наши поколения. Отношение к природе – это показатель зрелости любого общества, показатель ответственности современного человека. Да, сегодня мы способны делать многое, но важно помнить, что человек не всесилен. Он не в состоянии создавать базовые условия существования жизни. Это в состоянии сделать только природа, ответственность перед которой становится нашей жизненной необходимостью. Все живые существа имеют право на жизнь, в том числе и снежный барс, популяция которого под угрозой полного исчезновения. Я знаю, что у стран, на территории которых обитает снежный барс, масса других проблем, в том числе много проблем и у Кыргызстана. Когда мы готовились к форуму, я часто читал в интернете комментарии о том, что неужели в Кыргызстане у президента нет других проблем? Нет проблем у народа Кыргызстана. Конечно же, эти проблемы есть. У страны нашей много проблем, но надо помнить и ответственность нашу, каждого из нас, перед природой, перед Создателем, перед будущими поколениями. Потому что если сегодня мы не предпримем кардинальных шагов по сохранению снежного барса, мы навсегда потеряем этот бесценный дар природы, как мы уже потеряли навсегда тысячи других редчайших, изумительных видов животных и птиц, которых мы теперь можем только видеть в научно-популярных фильмах. Рисунки, даже фотографий у многих видов не осталось. Сегодня снежный барс, символ гор, нуждается в международной опеке. Мы считаем, что угроза исчезновения снежного барса должна стать вниманием международного сообщества, объектом внимания международного сообщества, а сохранение вида стать всеобщей ответственностью. Я думаю, принятие руководителями официальных делегаций стран ареала обитания снежного барса Бишкекской декларации и утверждение глобальной программы по сохранению экосистем снежного барса будут подтверждением готовности государств к масштабной совместной работе, их приверженности делу сохранения снежного барса. Всемирный форум закрепит на международном уровне поддержку идеи сохранения и устойчивого развития высокогорных экосистем, одним из символов которых является снежный барс. Общими усилиями мы сможем расширить связи между странами ареала обитания снежного барса и способствовать открытию и развитию дополнительных возможностей для сохранения регионального и глобального биоразнообразия. Уважаемые участники форума, в завершение хотел бы также поднять очень важный вопрос практического характера.
Сегодня в повестке дня форума одним из главных пунктов является создание секретариата по реализации глобальной программы по сохранению экосистем снежного барса. Кыргызстан в полном объеме осознает значение и необходимость этой работы, и мы готовы взять на себя обязательства по размещению секретариата в городе Бишкек и оказывать постоянную поддержку его деятельности. Although the conservation of snow leopard is primarily a national responsibility, cooperation and coordination of similar efforts among the range country is essential, and the reversal of this crisis is additionally dependent upon the financial and the technical support from international community. Bearing in mind that most of the range countries are developing countries. The crisis facing the snow leopard, and for that matter, all the endangered species, including tiger, has yet to receive the international attention it deserves. 雪豹是高原山地生态系统的维护者，其保护状况直接关系到广大高原山地的生态安全和当地人民的福祉，还将影响到更广泛区域乃至全球的生态、文化、经济受益。因此，加强雪豹保护是各雪豹分布国和国际社会的共同责任。令人欣慰的是，本次论坛凝集了雪豹的分布国、国际组织、专家学者等各方面的力量，研究提出了今后一段时期保护全球雪豹及其生态系统的目标、优先领域、基本原则和重大措施，并且就关于保护雪豹的比什凯克宣言和全球雪豹生态系统保护计划，我们达成了共识，为今后各雪豹分布国和国际社会共同努力协调行动奠定了非常重要的基础。但必须认识到，要把今天的期待变成明天的现实，更重要的是要尽快采取务实的行动。On the lines of Project Tiger and Project Elephant, the government of India has launched Project Snow Leopard in the year 2009. I believe we were one of the first snow leopard range countries to do so. Our intention is to make the snow leopards the source of sustained livelihood for the communities, not the object of hate. And finally, the first area is the prevention of wildlife crime. Since we share almost all of our snow leopard habitats with our friendly neighboring countries, we believe that the transboundary cooperation and sharing of information and knowledge with our neighbors is key to success of snow leopard conservation programs. Снежный барс является официальным символом Казахстана по предложению президента страны Нурсултана Назарбаева. Таким образом, символизм барса является важным аргументом и стимулом для сохранения его для потомков. В Казахстане находится периферийная северно-западная часть области распространения снежного барса. Область обитания вида в Казахстане составляет всего около 2,7% от всей площади его распространения в мире. Однако эта территория очень важна, так как естественный мост это является естественным мостом для сохранения снежного барса в пределах видового ареала. As for my country of Mongolia, it supports second largest population of snow leopard in the world, and 1/3 of its almost 100 protected areas support habitat of the species. And also snow leopard enjoys in Mongolia highest level conservation status. However, we also still do face problems. So a number of different actions will be undertaken within the frame of conservation actions. I can assure that the government of Mongolia will do all our best to conserve this beautiful but threatened species of snow leopard. For the first time of its kind in the history of mountain biodiversity conservation, with snow leopard as the flagship species. We are delighted that all snow leopard range countries have adopted the Snow Leopard Declaration and the Global Snow Leopard Ecosystem Protection Priorities, which are based on the National Snow Leopard Ecosystem Protection Priorities of respected countries. I strongly believe that this Global Snow Leopard Conservation Forum is an outcome of strong willingness, enthusiasm, and passion of Kyrgyz government, snow leopard range countries, and international communities.
This historic event is inspiring us to gather and design our own roadmap to conserve snow leopard and its ecosystem. Ladies and gentlemen, as we shall soon embark on a new journey after adoption of the Declaration on Snow Leopard Conservation, it is hoped that we will be able to address the immediate looming threats of increase in human population, retaliatory killings, and urbanization in the large habitat of this majestic species. We must make a resolve today to harness our collective energies and resources for the conservation of associated biodiversity in the region that is equally threatened with extinction. Our adaptive measures henceforth must be based on solid empirical evidence and best conservation practices through sharing of experiences of the range states. Мы находимся на пути, крайне необходимым по разработке и подписанию международных соглашений нашими соседями по сохранению ирбиса и других редких видов. Это между Россией, Монголией, Казахстаном и Китаем. Для реализации сильной политической воли, направленной на сохранение снежного барса и его места обитаний, в нашей стране необходимо обеспечить поддержку реализации национальной программы по снежному барсу на всех уровнях нашей власти, от федерального, регионального и муниципального, местного. Построить эффективное сотрудничество в реализации национальной программы между ключевыми структурами управления, прежде всего Минприроды России, региональными органами власти и охраны животного мира, особо охраняемыми природными территориями, национальными, международными общественными организациями, крупными бизнес-структурами и местными сообществами. И в плане мобилизации необходимых ресурсов для реализации национальной программы по снежному барсу, конечно, необходимо обеспечить, стремиться к развитию партнерства крупными национальными промышленными компаниями, поддержку финансирования национальной программы по сохранению снежного барса. В частности, одной из форм участия российского бизнеса может стать создание неправительственных фондов по сохранению редких видов и их мест обитаний. Как крупный хищник, снежный барс занимает верхнее звено трофической цепи и служит типичным индикатором для оценки состояния высокогорных систем Центральной Азии. Высокогорные системы, экосистемы, в которых обитает снежный барс, относятся к наиболее хрупким и уязвимым экосистемам Земли. Таджикистан расположен в центре ареала снежного барса, и горная территория страны формирует ключевой участок ареала снежного барса в пределах Центральной Азии. Общее место обитания снежного барса в Таджикистане составляет 60%. Общая территория страны примерно около 3% современного мирового ареала этого вида. По оценкам местных специалистов, в настоящее время в Таджикистане обитает от 250 до 280 особей снежного барса. And we are here really to gain the experience of your country and championing the cause of the snow leopard. The Arabian leopard is facing a bigger danger, a greater danger than the snow leopard. However, it's an iconic animal for the Arabian Peninsula. With your championship of the cause of the snow leopard, may inspire the leaders of our countries to champion the cause of the Arabian leopard conservation. The snow leopard is a culturally, ecologically, and economically important symbol of healthy high mountain ecosystems and the communities that belong to. However, the iconic cat is under increased threat for extinction across the range countries due to increased human pressures through livestock management, habitat fragmentation and degradation, as well as poaching and illegal trades. One of the projects that we are supporting and financing is the Central Tian Shan Mountain Project, which we have just launched this morning in Kyrgyz Republic. The new global forum, what we are gathered today, would combine efforts of the range countries and other partners, and we are expecting that this would further strengthen the collaboration on the ground and promote innovation and further scale up of the activities on the ground. And we are wishing that this will get most out of our collective investments to protect the unique mountain landscape and its majestic cats.
For over 15 years now, the NABU has been cooperating with the Kyrgyz government in mutual trust and confidence to conserve the snow leopard. That is why I am especially pleased that you, Mr. President, have made the conservation of the snow leopard to your personal issue, and that you have invited the range countries to Bishkek today. At this point, I would like to especially thank the World Bank's Global Tiger Initiative, the United Nations Development Programme, and our international partner NGOs for their cooperation. Our shared aim, the conservation of the world's last snow leopards and their habitats, the mountain ecosystems, brings us together today. It's the first time that the world's nations have come together to save the snow leopard from extinction. Today, both the Bishkek Declaration on the Conservation of the Snow Leopard and the Global Ecosystem Snow Leopard Recovery Program will be discussed and adopted. Both agreements will allow us to respond more effectively to illegal poaching in the future and strengthen our efforts to conserve the snow leopard habitat. The spirit of the mountains, as the Kyrgyz people call the snow leopard, will have to face the challenges posed by climate change. The NABU founded its unique conservation project in cooperation with the Kyrgyz government in 1999 and established the anti-poaching and unit Grupa Bas, Group Snow Leopard. 200 poachers have been permanently stopped, and 7 living snow leopards, as well as hundreds of traps, weapons, and snow leopards' fuels have been confiscated. In 2001, the NABU and the Kyrgyz government signed the first cooperation agreement on the conservation of the snow leopard. In 2011, this agreement was extended for further 10 years. In 2002, the NABU established its wildlife sanctuary snow leopard at Lake Issyk. It is the world's largest outdoor enclosure for snow leopards, and currently have 3 snow leopards that were injured by poachers. In order to stabilize the snow leopard population, poaching has to be fully stopped and further conservation areas need to be established. Existing conservation areas must be better interlinked and their management must be improved. Cross-border cooperation with Kazakhstan and Tajikistan also needs to be intensified. The NABU has submitted corresponding project proposals and is currently realizing a transnational project supported by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development in the Tian Shan Mountains between Kazakhstan and Kyrgyzstan. Also, thank you to the Kazakh minister and Kazakh government. Establishing a sustainable source of income and improving the living conditions of the population in Central Asia's rural mountains regions are effective anti-poaching strategies. This includes establishing educational and nature-based tourism as source of income, making possible efficient use of limited resources such as firewood and drinking water, and improving local infrastructure. Educational programs and identifying farming measures to strengthen village communities can also be developed further. Because public nature conservation authorities are often overburdened due to their limited financial resources, the NABU relies on the concept of private conservation areas, which are to develop corresponding environmental education programs in cooperation with the local population. However, we have also to address issues related to the traditional Chinese medicine, which stimulates demand for snow leopards products in Asian countries and is a driving force behind illegal poaching. Here, all range countries need to close ranks. It cannot be that we continue to exterminate critical endangered animal species in the name of TCM. I can assure that the snow leopard has also been receiving a lot of public attention in Germany. In a correspondence with former Kyrgyz President Rosa Atambayeva and with you, Mr. President, Chancellor Merkel made clear her support for the conservation of the snow leopard. This year, public service broadcasters RRD and ZDF produced extensive television documentaries on the conservation of the snow leopard in Kyrgyzstan, and nearly 2,000 NABU members are currently supporting the project as sponsors.
At least the Global Conservation Forum brings together states and nature conservation organizations for the first time to discuss the conservation of the snow leopard. For this effort, I want to thank all of you here today. I hope that the Bishkek Declaration will become an important milestone for international wildlife conservation. Опираясь на пятилетний опыт работы глобальной тигровой инициативы и реализации глобальной программы по сохранению тигра в 13 странах, я имею все основания констатировать, что инициированный вами, господин президент, форум полностью выполнил все поставленные перед ним задачи. И все основные составные части успеха налицо. Подготовлена к принятию политическая декларация на высоком уровне всех правительств ареала. Подготовлена к утверждению глобальная программа по сохранению снежного барса, которая основана на согласованной общей цели. Согласован механизм реализации. Будет создан управляющий комитет на уровне министров или назначенных ими лиц и программный секретариат. Принят, согласован очень напряженный план действий на предстоящие 12 месяцев. Он включает в себя, во-первых, естественно, доведение до всего мирового сообщества результатов форума, до глав государств всех ареалов снежного барса и руководителей международных организаций, кампанию по мобилизации финансовых ресурсов и технических ресурсов, коммуникационную кампанию как в традиционных СМИ, так и в социальных сетях, повышение квалификации кадров, которые будут вовлечены в подготовку и реализацию этой программы, разработку, оформление и, самое главное, запуск конкретных проектов на местах и программ, которые будут реализовываться в ареалах снежного барса. Позвольте процитировать цитату Николая Николаевича Дроздова, который сказал: «Снежный барс – это единственная большая кошка из всего семейства кошачьих, который не умеет рычать. И поэтому наша с вами задача – дать ему право голоса». Вот я считаю, и позвольте констатировать и процитировать, что ваше мероприятие дало такое право голоса снежному барсу, и мировое сообщество его услышало. The Snow Leopard Conservancy stands ready to work with all of you, and in particular the local people who share the snow leopard's habitat. I hope that they will see the snow leopard as an asset instead of a pest to be eliminated. We see a strong opportunity for merging sound scientific knowledge accrues from modern techniques such as GPS collars and so on we've heard, with the local traditional knowledge, drawing on the spiritual and cultural attributes that the people in the region have honed over many centuries of living in a harsh environment. I think one of the key iconic things in Kyrgyzstan is the Cholpan Ata petroglyphs. And in there's a huge petroglyph that shows a snow leopard being led by humans at the top, with snow leopards coming into the world, ibex going out. And the interpretation of the Kyrgyz elders in this is that the humans have the responsibility to balance nature, to keep ibex and snow leopards in balance for their long-term survival. This linkage between biodiversity and sustainable development is not only critical, but it's also our strongest ally in protecting this magnificent species. The snow leopard can become an icon of sustainable development in high mountain landscapes. It is the guardian of the high mountain ecosystems, the home for so many millions of herders, of agropastoralists. In many ways, the well-being of the snow leopard will indicate the health of the ecosystems which people rely on. UNDP, in partnership with the Global Environment Facility and with other multilateral and bilateral agencies and NGO partners, will support all the range countries, because we work in all the range countries, in strengthening policy and legal framework for conservation, in developing institutional capacity for landscape-level conservation planning and implementation, in improving the snow leopard monitoring and enforcement capacity within protected areas and protected area landscapes, but also outside in the wider productive landscape. Our approach will be to continue to provide support to the range countries in mobilizing financial resources and in bringing international, national, and local expertise together to catalyze change necessary for safeguarding snow leopard and its habitats.
I would like to highlight 2 points from a World Bank Group perspective which are extremely important for our continued support of this initiative. First is the importance of biodiversity. Biodiversity can be an engine of inclusive economic growth to foster strong local economies and healthy communities. And the snow leopards in many ways will be an indicator to the health of biodiversity across the high mountains of Central and South Asia. The second, I would like to highlight the importance of the role of private sector. I think the leadership with the industry and the leadership of the small businesses which work in these communities can play an extremely important role in the remote landscapes and ensuring greater impact in the mountain communities. For us, the environment, development and poverty reduction are part of the broader development agenda. There is much work ahead, but what we have witnessed at the Global Snow Leopard Forum is a convergence of the will of the range countries to move forward on nature conservation of the snow leopard on multiple fronts. This is truly a historic event for snow leopard conservation and conservation as a whole. The Snow Leopard Trust is very happy with the declaration and excited for each country to ratify it. However, much like the delegation from China, we are very anxious to take the next step where we turn to real action. We feel it is very important to move from declaration to execution. In order to implement, however, it is important to quickly develop a staffing plan to mobilize the appropriate resources and secure the funding to do so. To be successful, the Working Secretariat must be truly an international body. We sincerely hope that each of the range countries will support this vision by active participation, both through ideas for the Secretariat and the funding to execute upon them. The Snow Leopard Trust is looking forward to offering our technical expertise to partner with the range countries and our individual organizations to make this happen. This forum has made us extremely optimistic for the survival of the snow leopard. We hope that we can all partner together to make truly long-lasting change. The Snow Leopard Network has more than 500 members, individuals and organisations, and brings together all the people who are interested in some way in the conservation of the snow leopard, its prey and its ecosystem. Main role, as it were, is to facilitate cooperation, to coordinate activity and to act as an exchange of information. We also have a small grants programme which will be available for range states to apply to for implementation of projects at national level. And the network also contributed information and work to various components of the GSLEP, of the global programme. And the network stands by and is ready to continue to support the Working Secretariat with all of its technical expertise at any information or advice that might be sought by the Secretariat. And we hope very much that the work will lead to the survival of this beautiful species long into the future. Уважаемые участники форума, позвольте поблагодарить вас за конструктивное выступление. Так как мы уже предварительно согласованный вариант проекта мы уже рассмотрели, все ли мы согласны принять данную декларацию? Если согласны, можем считать, что декларация принята, с чем я вас поздравляю. Бүткүл дүйнөлүк форумдун жыйынтыгы менен удаа эле Германиянын жаратылышты коргоо уюмунун Кыргызстандагы филиалы Германия мамлекетинин биосфералык экспедиция уюму тарабынан сунушталган илбирстерди жана башка жапайы жаныбарларга мониторинг жүргүзүү багытында жаңы долбоор менен ишин баштады. Ушуну менен эле катар Германиянын өнүктүрүү жана экономикалык кызматташуу боюнча Федералдык министерствосунун жана ушул эле өлкөнүн жаратылышты коргоо уюмунун донорлук каржылоосу менен Казакстан жана Кыргыз республикаларынын чектешкен
Түндүк Тянь-Шань транс чегараларынын аймагындагы коруктарда био ар түрдүүлүктү сактоо боюнча жаңы долбоорду алдыга жылдырышты. Бишкектеги бүткүл дүйнөлүк форум өз ишин улантты. Илбирстер байырлаган өлкөлөрдүн жана бул ишке тиешеси бар дүйнөлүк билдүү уюмдардын делегаттарынын сунуштары, ой пикирлери, келечек иш пландары кызуу талкуунун алкагында жүрдү жана көпчүлүгү колдоо тапты. Жыйынтыгында делегаттар тарабынан эң маанилүү делген илбирсти коргоо боюнча Бишкек декларациясы кабыл алынды. Бул маанилүү иш-чара менен жер шарында жашаган жалпы адамзаттын кайсыл бир бөлүгүнө ушул жогорудагы кабыл алынган иштерди белсенүү менен аркалоо жоопкерчилиги жүктөлдү.